And you say that I'm the devil, you know, and I don't disagree, no, I don't see the harm. They say you crazy, just leaving me suffocate you, but I wanna be in your arms. Всем приветик, ребята! Сегодня у нас мейкап туториал, одной из моих серий для выпускного макияжа. Я уже выпустила 2 видео, если вы еще не посмотрели мои 2 предыдущие, ссылка примерно будет тут, вы можете посмотреть. А сегодняшнее видео, сегодняшний мейкап более такой матовый, я попыталась использовать меньше блеска, поэтому на глазах практически нету никаких блесков, только тени и, конечно же, подводочка. И даже хайлайтер даже не особо нанесла, так что... Да. Первая идея для этих глаз были красная помада, но я решила сделать его не красной. Мне эта помада больше всего нравится. Так что, если вам интересно, как делается этот макияж, оставайтесь со мной. Но перед тем, как приступим, хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь сейчас и, конечно же, поставите лайк. А вот теперь давайте приступим. Ну что ж, начнем. Не удивляйтесь, да, я такая выгляжу без макияжа. Так, начнем вначале мы с крема, потому что я только что помыла лицо. И крем мне очень нужен, поэтому я нанесу крем. Крем у меня вот этот, называется Ultra Repair Cream. Правда, ничего там не осталось, но я люблю использовать ее. Конечно. Немножечко Hydration. Так, теперь дальше идет праймер. Для праймера я хочу использовать Shiseido Ibuki Smart Filtering Smoother. Вот так примерно выглядит. Я попробовала только один раз, но посмотрим, как сейчас будет смотреться на камере, потому что это должно смягчать мою текстуру кожи. Так что, кто знает. Как вы знаете, я люблю наносить ее только по местам, там, где у меня поры. Тональный крем у меня L'Oreal Infallible Pro Glow. Сегодня вот это будем пользоваться. Наношу его кисточкой от Marc Jacobs, называется Phase 2. Мне кажется, и эта тоналка мне теперь светлая. Ненавижу вот это вот перемещение с одного сезона на другой. Чуть-чуть схожу на пляж, сразу черное, отвечаю. Дальше идет консилер. Консилер у меня от NARS, называется Creme Radiant, а цвет Custard. Это Medium 1. Наношу его под глазами, особенно ближе к моим ресничкам, потому что именно там обычно вся темнота. И рассушевываюсь той же кисточкой от Marc Jacobs. Так, под глазами все ярко, все красиво. Теперь нужно обратно привести в порядок, то есть сделать контуринг. Для контуринга я буду использовать Pony Effect. Я только недавно один раз попробовала и просто влюбилась. Это такой карандаш контуринг. Просто нереальный. Цвет называется Fortune. Оно по консистенции очень мягкое, так что иногда можно даже пальцем нанести на кожу, она быстро, мне кажется, растает и классно будет тушеваться. Но сейчас я буду просто брать кисточкой для... Кисточкой наношу на эрию носа. Даю такую примерно тени. Я в последнее время люблю наносить примерно сюда. Я не знаю, как это место по-русски называется. Я даже по-английски не знаю, как называется. Примерно это где-то внутренний угол глаз. Таким образом получается, что красивые тени и как будто бы нос выше стал. Видите, этот цвет такой, не такой сильно темный и не сильно оранжевый. Так что идеально подходит. Так, дальше я просто беру кисточку мою для тоналки и это растушевываю. Не знаю, мне очень нравится этот цвет, прям нереально, не слишком оранжевый, потому что что-либо не нанесу, все либо оранжевое, либо слишком серое, так что не очень, а вот это прям идеально. О, сразу кажусь уже намного худее. Я обычно на видео делаю здесь побольше, только тогда, когда я чувствую себя чуть-чуть полной. Думаю, блин, нужно терять вес. Итак, дальше беру это румяна. Румяна это тоже от Pony Effect. Цвет называется Touch Me. Мы будем наносить его примерно так. Пальцем. Потом чуть-чуть будем наносить на
верхней части скул. Например, улыбаемся, наносим на яблочко. Из-за того, что растушевываю пальцем, оно растушевывается хорошо и становится таким натуральным. Так, теперь еще на другую сторону. Я, конечно, обожаю всю косметику Pony Effect, но вот это, мне кажется, становится моим самым любимым. Вау. Мне очень нравится, ребят, честно. Обожаю этот цвет, просто нереально. Не слишком розовый, идеально подходит моему подтону. Вуаля! Так, теперь будем все финишировать пудрой Pony Effect Blurring Powder. Она у меня почти закончилась, потому что я столько пользовалась, почти ничего не осталось. Пудра называется Blurring Powder, то есть это должно сгладить текстуру кожи, чтобы поры вообще были невидными, чтобы кожа была такая гладкая. Следующий шаг это, опять же, я хочу немножечко добавить румяны. Как вы заметили, я в последнее время просто обожаю румяна, я просто люблю. Я использую в последнее время Bobbi Brown румяна. Это вот такой цвет, называется Coral. Кто-то говорит коралл, ну, короче, поняли, это такой оранжевато-розовый цвет. Также улыбаемся и наношу вот сюда. О, that's too much. Растушевываю большой кисточкой, а то слишком много нанесла. Не ожидала. Так, что дальше? Glow Kit, хайлайтер. Цвет буду брать, это Sunburst, это вот этот цвет. Наношу на верхнюю часть скул и растушевываю. И немножко на спинке носа. Следующий шаг это брови. Я попытаюсь показать это на камеру, но я обычно, не знаю, не получается никогда на камеру. Ну, попробую, окей? Сегодня буду пользоваться Brow Definer Anastasia Beverly Hills. Цвет называется Medium Brown. Я люблю вначале расчесывать брови наверх. Примерно так. Что я теперь буду делать? Наношу вначале внизу. Примерно так. До конца, до моего хвостика, можно сказать. Делаю здесь. Сверху наношу. Так, а вот здесь уже нужно строить новый хвостик. Так что я примерно буду соединять вот эти два вместе. Попытаюсь растушевать все. Так, примерно вот такая разница. Но, если честно, не у каждого брови друг на друга похожи. Насколько я знаю, что вот эта бровь у меня идеальная, вот это нужно, не знаю, красить конкретно. И тем более я делала раньше татуаж бровей. Это был не прям татуаж, это было больше как microblading. Как-нибудь я расскажу вам отдельную историю про это. Но из-за этого у меня приходится отдельно красить их. У меня, как и у обычных людей, иногда идеальные брови, и иногда нет. И это, думаю, нормально. Зависит от какого дня, знаешь, если у тебя есть терпение делать красивые брови на этот день, и если у тебя просто нет настроения, чтобы сделать красивые брови. Итак, примерно так у меня получилось, но, как вы заметили, она немножечко, как кажется, неаккуратна, потому что мне нужно ее осветлить под ним. Так что беру консилер свой, наношу под бровями. Я обожаю консилер, с консилером можно все исправить, сделать очень красиво и чистенько. Так, примерно так. Так, что касается глаз, для глаз я буду использовать тени от Elf, называется Matte for Matte. Это очень красивые нейтральные цвета теней. Так что вначале мы начнем, конечно, не с самого темного, сразу начнем отсюда. Этот цвет очень красивый. Я не знаю, как цвет называется, там без названий, так что это просто третий по счету. Наношу на складку века и хорошенько растушевываю, чтобы был контуринг глаз. Так, как видите, не слишком темный цвет еще, но немножко дал какой-то дымчатый эффект, но не темный. Дальше идет настоящий темный цвет, это уже будет по счету в этой палеточке 5-й цвет. Так, я наношу именно вначале в центре и растушевываю направо и налево. Когда наносишь сразу вначале в центр, именно тени падает туда, как бы иллюзия такой.
Как вы заметили, я никак не перестаю его наносить. Я беру цвет, еще наношу, беру цвет, наношу. Если не будете наносить больше пигмента, нечего будет растушевывать, так что наносите побольше теней. Так, примерно так, видите, сразу глубокая стала. Центр и... Так, что дальше? Беру теперь консилер, уже белым консилером буду наносить и делать cut crease. Той же кисточкой, которую я использую под бровями, я буду делать, получается, что? Выделять нашу подвижное веко. Тот же консилер уже полностью наношу на подвижное веко. Итак, я эту сторону быстренько сделала тоже. Итак, мы, получается, выделили наше подвижное веко. Наша складка века тоже. Как видите, моя настоящая складка века чуть-чуть ниже, так что этот способ вообще офигенно для тех людей, у которых вообще нет подвижного века. Можно как-то выделить. На подвижное веко мы должны нанести что-то яркое и яркие тени. Я буду наносить с той же палеточки второй цвет. Второй цвет такой более розоватенький. Теперь идет уже подводочка. Подводочку, как всегда, я буду использовать стила. Стила подводочка такая. Я, наверное, нанесу как обычную стрелку. Сюда. И, конечно, нанесу на складку века, там, где я нарисовала. Примерно так. Теперь буду все оттачивать, чтобы было более такая черная. Теперь будем делать уже точки. Я вначале буду делать маленькую точку, несколько маленьких точек, потом соединив как-то большую точку, чуть поменьше, ну, чтобы как-то раскидались по разным местам. Так, что дальше? Я хочу вернуться к этой палеточке и взять вот этот цвет, перемешивая с этим, те же цвета, можно сказать, и нанести под глазами. Так, примерно так. Теперь я беру карандаш белый от Marc Jacobs, нанесу быстренько под глазами, там, где именно waterline. Это примерно тут, чтобы как-то увидеть эти глаза. Для ресниц использую Extreme от Essence. Итак, примерно так с моими обычными своими ресницами. Дайте секундочку, я быстренько надену свои ресницы. Как вы заметили, ресницы меняют абсолютно все. Ресница у меня от Huda Beauty называется Farrah. Слышала, что сама Huda любит носить эти ресницы именно Farrah постоянно на себе, так что я их тоже обожаю, всегда классно смотрится. Да. Теперь, конечно, губы. На губы, конечно, хочу нанести быстренько карандаш для губ. Marc Jacobs, конечно же. Кто же еще? Marc Jacobs, цвет называется Nude. Увеличиваю свои губы. Так. Примерно так, губы выделены. Теперь уже идем к чему? Smashbox. Цвет называется Crimson. Очень офигенный красный цвет. Так что нанесем на губы. Oh my god, that's super bright. Если честно, я не ожидала, что будет таким вававум, но нереально красная помада. Я решила поменять вместо красной помадой другую помаду. Это у меня номер 37 Frosted Pink от Sephora. Сделаем более такой натуральный. Так даже намного лучше. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам видео понравилось, надеюсь, это было полезным. Если вы решите сделать такой макияж, обязательно дайте мне знать и просто
Тагните меня в инстаграме, я хочу очень посмотреть. Я была бы просто счастлива. Так что не забудьте поставить лайк на это видео и дайте мне знать свое мнение в комментариях. Кстати, список косметики, что я использовала, будет тоже в описании под видео. Так что обязательно проверьте. А мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока. They say you crazy, just leaving me suffocate you, but I wanna be in your heart.